Здравствуйте. Ну, вот и подходит к концу избирательная кампания. Программа Хастаголанта, все ее участники пытались представить свои суждения, свои размышления вот в такой объективной форме, беспристрастно. В контексте предвыборной кампании это было не совсем легкое занятие. Итак, послезавтра выборы. Какие интриги заключены в нынешней кампании, и какие последствия можно ожидать от ее итогов, и какова вообще готовность к выборам. Сегодня мы будем беседовать в нашей программе, и в гостях у нас Олег Домения, директор Центра гуманитарных исследований. Ну, конечно же, очень важное нам предстоит событие, и самое главное, конечно, это ответственное событие и очень значительное. Напряжение нарастает, а тому подтверждение сегодняшний обстрел машины Изиды Чания. Ну, кстати говоря, это не единственная акция. Буквально на днях была тоже граната взорвана во дворе председателя ЦИК. То есть, конечно, налицо явно напряжение обстановки. Ну, сейчас очень сложно делать какие-то выводы, кто за кем стоит, хотя там сейчас озвучивается всякого рода категоричные обвинения, тем не менее, я бы как бы не очень спешил бы с выводами. Единственное, что могу сказать, явно прослеживается цель каким-то образом, наверное, сорвать выборы и как-то накалить и без того достаточно непростую ситуацию в стране. Тем более важно вообще нам всем быть очень настороженным, очень взвешенным, выдержанным, спокойным, потому что на самом деле мероприятие само по себе, оно несомненно значительно с точки зрения существования, перспектив развития нашего общества. Вы знаете, конечно же, это никаких сомнений не вызывает. Самое значительное событие вот за последние наши годы, можно сказать. Многие относятся к этому с пониманием, и, конечно же, я думаю, будет проявлена та мудрость, которая необходима в таких случаях, и, конечно же, выдержка. Вот выдержка, мне кажется, здесь это то, о чем нужно будет нам все время вспоминать, прежде чем делать какие-либо суждения или поступки. Но многие оценивают, я вот в интернет заглянул и даже процитирую сейчас. Нет сомнения, что в этот день будет решаться судьба нашего независимого государства и его многонационального народа. Вот так пишут. Пишут о том, что финал предвыборной кампании должен быть ярким, он должен быть поворотным и окончательным пунктом в развитии сюжета кампании. Но есть и такие очень настороженные, да. Вот одно из них это абсолютно очевидно лишь то, что страна перед большим выбором, действительно, который может стать как началом великого, так и началом конца, даже вот с такими пессимистическими заявлениями некоторые. Собственно говоря, даже когда мы выбирали гостя для этой передачи, которая пройдет непосредственно перед выборами, мы столкнулись с проблемой, потому что мы хотели найти человека, который может проанализировать итоги предвыборной кампании, при этом не ангажирован ни с одной политической стороны, и у нас возникла проблема, то есть найти... У нас много достойных людей, но вот с такими качествами одновременно достаточно сложно было, поэтому, собственно говоря, мы пригласили вас, Олег Несторович. Спасибо. Ну, Олег Несторович, помимо того, что он директор Центра гуманитарных исследований, стратегических исследований, он философ. Так что, когда мы выбирали вас в качестве человека, который сможет обобщить вот эту вот ситуацию нашу предвыборную, то мы рассчитывали на ваши философские рассуждения. Но жить в обществе, быть свободным от общества нельзя. Это аксиома, это истина. И если я не входил и не работал ни в каком штабе, это вовсе не значит, что мне безразлична судьба общества, нашего общества. Естественно, я очень внимательно тоже стараюсь следить за тем, что происходит сейчас в жизни страны. Конечно, любая смена власти, она в любом обществе
всегда вызывает острые ощущения, острые процессы, болезненные процессы всегда вызывает это в любом обществе. Даже в демократически развитых, скажем, или развитых с политической культурой странах и так далее, там тоже возникают вот такие проблемы. Так что Абхазия в этом плане не является исключением. И мы, естественно, тоже это испытываем, вот такую остроту, тем более, что обратите внимание, за последние 5 лет нам трижды приходится избирать своего президента. Это слишком не то, что накладно, слишком обременительно с точки зрения, скажем, даже психологии людей, не говоря уже о финансовых, не говоря уже об организационных и, собственно говоря, других человеческих ресурсах, которые тратятся на таких мероприятиях. Олег Несторович, ну это же вообще достаточно опасная вещь, если выборы каждый раз для нас будут каким-то глобальным перепутьем, таким перекрестком. И очень опасно, вот как вот эти события, которые мы перечислили, которые, если не дай бог, пойдет по нарастающей, это бог знает куда может нас привести. И это слишком опасно для такой маленькой молодой страны каждый раз выборы, чтобы были сопряжены с таким риском государственности, потери государственности, или еще там, я боюсь даже говорить какие-то вещи. Да. Спасибо за такой вопрос, он очень резонный. Я вот, пользуясь случаем, могу сказать, что если мы не отойдем от такой формы президентских выборов, то наше общество будет каждый раз испытывать вот такие трудности. В каком смысле? Я думаю, что президентские выборы можно, то есть надо, знаете что, надо уходить от мажоритарной формы формирования власти вообще. Надо от этого принципа уходить. Потому что мы депутатов формируем, кандидатов в президенты выдвигаем вне партийной фактически системы. И если даже мы говорим о том, что там, скажем, вот есть такая партия, есть другая партия и так далее, фактически стабильно и эффективно функционирующих партий нет. Пожалуй, единственное исключение составляет ФНИА. Более не менее. Но это тоже проблема, пропорциональная тоже не будет сразу работать. Или вы про да, конечно, пропорциональная система тоже сразу не будет работать. Но за эти 15-20 лет, если наше общество работало бы в этом направлении, то мы сегодня имели бы совершенно другую ситуацию. Олег Несторович, вы вот говорили о том, что у нас уже несколько раз проходили выборы, и я так понял, что вы в некотором смысле намекаете на то, что вот эти выборы так и не послужили каким-то положительным примером для того, чтобы вот не повторялась из раза в раз одна и та же ситуация и не росло вот это вот напряжение, которое вот сейчас есть. Я Олегу Несторовичу задал вопрос. Нет, добавить я хотел бы в этой связи, вот о чем Валера говорил. Вот не кажется ли вам, что нынешние выборы, они по большому счету мало чем отличаются вот по своей динамике и так далее от предыдущих выборов? То есть вот такое ощущение, что некое дежавю из раза в раз происходит, и как бы в этом плане мы не очень растем. Совершенно верно. Более того, я бы даже сказал бы, что вот это использование родоплеменных отношений, грубо говоря, скажем, таких бытовых отношений, этнографического характера, отношений, которые традиционно существовали в Абхазии, в жизни нашего народа, они сегодня включены в политическую жизнь нашего общества. И они начинают работать, они начинают укрепляться. Не то, что мы вот идем от этого и каким-то демократическим и правовым формам приобщаемся. Напротив, мы используем традиционно накопленный опыт жизни общества. Вот это мы начинаем сегодня в новых условиях использовать. Это нам ближе. Это понятнее, родственное, понятное, и люди начинают объединяться, группироваться вот по таким принципам. А что касается вот политические институты, да,
они, институты, которые требуются сегодня, они не имеют корней в нашей истории. В нашей истории не было таких партий, не было таких выборов. А нам это фактически впервые приходится это делать. И потому, конечно, тот опыт, который нами накоплен, и, скажем, отрицательный опыт, он тоже опыт, он тоже поучительный. Но, к великому сожалению, анализа и, самое главное, выводов из этого опыта, уроков из этого опыта мы не извлекали и по сей день не извлекаем. Олег Несторович, то есть вы как бы хотите сказать на то, что вот ввиду неразвитости нашей политической системы, я имею в виду партий, да, наш избиратель, он как бы оставлен, у него нету выбора. То есть вот то, как раньше происходило, когда он голосовал по принципу семейному, фамильному, там, по друзьям, я не знаю, по каким-то корыстным интересам, так вот, большего ему ничего не было представлено, и теперь он вот продолжает, так сказать, вот эту вот традицию недемократическую. Фактически, вот я, может быть, немножко возвращаюсь как бы к другому вопросу, но это по существу отвечает на этот вопрос. Если вот сегодня рассматривать, насколько наше общество готово к проведению вот этих выборов, да, с формальной точки зрения мы готовы. У нас есть СИП, у нас есть округа, у нас есть избирательные участки. У нас, главное, есть электорат. Да, есть и электорат, и есть работники вот этих структур, да. И наш избиратель знает, что 24 августа в выборы президента он придет в избирательный участок и опустит бюллетень за того или иного кандидата. Да? Это с формальной точки зрения. А с фактической точки зрения и с точки зрения по существу вопроса и качества формирования власти, конечно, проблем много, накопившихся вот за последнее вот это время. Речь идет о чем? Прежде чем, скажем, опустить этот бюллетень, нашему избирателю должно быть известно, ему должно быть понятно, каким должен быть президент. У него это в голове должно быть. Образ будущего руководителя, главы страны. Каким должен быть? Он это должен знать. Он сегодня реально не знает. Ну, вы знаете, мне кажется, вот за период агитационной кампании так накручивается электорат, и многие там люди накручивают свое окружение, что впору уже, наверное, там каждому кандидату создавать свои фан-клубы. Они как уже там поп-звезды, да, там их любят, там, и как говорила одна мне, ну это там вот это фанаты кого-то, там вот деньги выделили, там что-то ремонтируют. То есть у нас вот этот фанатизм, он такой, что вот как, почему ты любишь Майкла Джексона, а я его просто люблю, да, вот ребенок, да, вот просто он такой красавчик, он не очень разбирается там в музыке или в чем-то, вот то же самое вот в политике происходит. Я вот смотрю, пытаюсь как бы найти вот в этих выборах, уже которые по счету, вот какое-то различие, да, вот меня все время тоже периодически там коллеги звонят, спрашивают, а в чем различие, да, программы, мне сложно объяснить, в чем различие программ, то есть я пытаюсь, исходя из того, что я вижу, слышу, найти какие-то различия, и я их по большому счету иногда и не вижу. Но это, мне кажется, да, как раз это главная проблема, что нет базовых программ. То есть базовых отличий между программами кандидатов не существует. Но если говорить о сравнениях, мне еще очень близко сравнение вот то, что ситуация с ДТП, которая у нас происходит. Я считаю, что главная причина ДТП, это если была бы неотвратимость наказания за нарушение ДТП, мы бы исправили коренным образом ситуацию. А мы пытаемся это исправлять путем лежачих полицейских, видео. Это все нужно, но это не должно, это не главный инструментарий. А главный инструментарий – это закон и его исполнение. У нас за это время, может кто-то припомнить, чтобы кого-то наказали хотя бы административно за нарушение выборного законодательства. А это, я считаю, одно из главных законодательств. У нас сколько было разных нарушений, никого никогда не наказали. Это так же, как ЗТП. И пока это будет продолжаться, безнаказанность, я думаю, будет продолжаться проблема с выборами. Согласен. Я хотел бы добавить, что когда мы говорим о важности партийной системы функционирования партии
Я имею в виду также и то, что именно в партиях, вот в партийных объединениях должны формироваться политические лидеры. Там они должны формироваться. Если они формируются там, и, скажем, политические лидеры появляются там, люди это видят. А вот то, что накануне выборов мы делаем, создаем партии, однодневки или еще что-то. Мы уже их даже не создаем. Мы их даже не создаем, уже, значит, так идем. Группа какая-то собирается и своего представителя выдвигают. И президентом, и депутатом, кем угодно. Они могут политика выдвигать. профессия должна стать. Вы это хотите? Конечно. Сейчас обратите внимание, ни один специалист не возьмет нож хирурга и не начнет оперировать. Даже сантехник. Да, но любой человек у нас, в нашем обществе, президентом может, он считает так, что он президентом быть может, депутатом быть может, министром быть может. Мэром. Да, значит, вот такое представление, понимаете, значит, о политической деятельности. При наличии большой фамилии, финансовой. Да. То есть фактически у нас вот сохранилось вот такое представление, что и представление, и положение, точнее, то, что мы голосуем все-таки за лидера, а не за идею. Вот если бы мы голосовали бы за идею или за программу, это как-то было бы надежнее. Конечно, если была бы партия, если у этой партии программа, если кандидат в президенты имеет программу, то тогда, конечно, избирателю гораздо легче ориентироваться, определиться в своих предпочтениях. Да? Избирателю тогда легче. Но их этого нету. Об этом, кстати говоря, наиболее показательным был вот дебаты, которые, кажется, в этой студии, или я не знаю, где-то. В этой студии. Дебаты, которые состоялись. Впервые. Не впервые, в 2004 году тоже были дебаты. Это, кстати говоря, часто упоминают, что это впервые. И что хочу сказать. Значит, не обидно. Вот подобного рода дебаты, естественно, проводятся во многих странах. И когда мы слушаем их, то они обсуждают не программу, государственную программу, по которой общество, страна должна развиваться, а подходы выполнения этих программ. Вокруг этих подходов как раз и дискуссия разворачивается между партиями, и между лидерами этих партий, и между кандидатами, выставленных на ту или иную должность. А у нас фактически программы нет. Она не была у нас, и сейчас тоже нет, и потому, повторяю, избирателю очень трудно. Ему приходится исходить из того, что он о том или ином человеке на бытовом уровне знает. То ли он родственник, то ли он знакомый, то ли он сосед, то ли он еще кем-то ему доводится и так далее. Вот из чего... Это показатель низкой политической культуры. Мне кажется, вот сейчас все абхазское общество слишком политизировано. И я думаю, вот всегда это вот долг гражданина, там, придя к избирательному участку, правильно, проголосовать от сердца, разобраться и все остальное. Но мне кажется, вот это минус, когда вот все 100% там все слишком политизированы. Но есть объективные причины, малость общества. Да, но при этом, мне кажется, вот этот показатель, он так или иначе влияет на ту же избирательную кампанию. Когда мы из года в год больше слышим там про трубу, которую там нужно отремонтировать, или там где кто, чья жена, или кто, где там, где работал, где что. То есть мы не слышим же о программах. Нет никакого соревновательного процесса по тем или иным проблемам государства, которые есть. Да, где-то они там что-то зафиксировали, да, у нас есть наркомания, да, у нас есть аварии на дорогах и так далее. Но вот как бы что дальше, как решать, это все у нас как-то уходит в этот. И общество, которое слишком политизировано, там же все-таки разный уровень, да, интеллектуального развития и так далее. И мы вот некое усредненное делаем. Кандидаты со своими штабами работают на это усредненно, и в итоге у нас получается, что кандидаты работают в основном вот на таких людей, которые там закончили 8-летку.
И вот мы выбираем, исходя вот из Нет, этого. под ковром много ведется под ковром. Ну, и под ковром ведется, но исходя из этого, вот мы выбираем вот такого на среднестатистического гражданина, который вот он имеет вот какой-то определенный набор представлений о мире, и вот исходя из его представления о мире, формируем свою выборную кампанию. И я думаю, это очень как бы плохо. Я даже прихожу к мысли, что может быть нам все-таки со временем прийти к тому, что или какая-то коллегия выборщиков будет выбирать, либо это будет, может быть, парламент. Но это, опять же, это должен быть и парламент другого качества, и много чего другого. Я извиняюсь, Валерий, что я вот так затянул. Мы же договаривались, что кто будет говорить больше 2 минут, тот будет оштрафован. Ну, я готов. Я так думаю, что очень большое количество того, о чем мы говорили, придется тебе выставить. Олег Несторович, все-таки интересно, прошедшие дебаты, что они показали? Вот на ваш взгляд, что они обнажили, так сказать? Да, они обнажили и показали неплохо, во всяком случае, то, что нам удалось накопить, тот путь, по которому наше общество развивалось все это время. Ущербность того пути, который мы прошли. Но ущербность в относительном смысле слова. Ущербность играет тоже положительную роль. Если мы учимся, Воспитательный. да, если мы могли бы учиться этому пути, то есть там чему учиться, что так развиваться общество долго не может, как мы развивались все эти 10-15 лет. Вот что вот эти дебаты показали. И, к сожалению, значит, не все вот кандидаты, да, в президенты не понимают. То есть они по протаренному пути дальше продолжают и дальше мыслят развитие общества. Пожалуй, в этом плане представляет собой исключение Хаджимба. Он все-таки в его выступлениях и в дебатах он понимает важность необходимости реформирования системы управления, важность разработки этой программы. То есть это такая программа, она сама по себе или по инициативе специалистов в наших условиях родиться не может. Государство, власть должна заказать разработку такой программы. Власть должна сформировать группу специалистов, которая могла бы это сделать. Немного перебью, но чтобы нас не обвинили, что вот мы там сейчас проводим какую-то агитацию, лучше все-таки как-то без фамилии кандидатов обходиться. Согласен. Это просто в данном случае... Как пример, я думаю. Да, как пример я говорю и о своих личных впечатлениях в данном случае. Олег Несторович, я так понял, вы говорили о существовании... Я извиняюсь, что мы перебиваем, но очень много накопилось, наверное, поэтому все хотим высказаться. То есть я правильно понял, что вы говорите, если не об отсутствии, чтобы все в негативе не было, то, по крайней мере, о слабой развитости национальной элиты. Конечно, на данный момент, которая может быть такие вещи вне контекста персон, вне контекста даже партийных, должна думать, куда должна идти нация и как этот проект национальный должен состояться. Вы знаете, что вот говоря о слабой развитости, я тоже в подтверждение тебе приведу цитату одного философа, которого многие, наверное, читали, Ортега и Гассет. Да, я хочу сказать о том, что вообще у нас вот в обществе существует пока такой вот общий уровень политической культуры, он существует, он есть, но он не развитый. И многие, кстати говоря, вот в этом котле люди, которые варятся, или, мягче говоря, на этой политической арене, которые присутствуют, они иногда о себе думают больше, чем они есть на самом деле. И вот тут, ну, это, знаете, я сейчас никого не хочу говорить, и это не касается, конечно, никого из лидеров, и это просто больше даже касается, может быть, той программы, которую мы видели, которая была как бы названа как дебаты. Посредственности, которые сейчас очень агрессивно себя ведут. И в Фейсбуке, и вот где-то и на каких-то других тоже аренах, так сказать. Вот
Не кажется ли вам действительно актуальным его фраза Ортеги и Гассета о том, что специфика нашего времени не в том, что посредственность полагает себя незаурядной, а в том, что она провозглашает и утверждает свое право на пошлость? Или, другими словами, утверждает пошлость как право? Правильно, конечно. Это, к великому сожалению, происходит. Это не только в Абхазии, это везде. Сегодня Ортега и Гассет это писал в 20-е годы прошлого столетия. Актуально. Значит, исходя из событий, которые происходили в Испании. Но что хочу сказать, эти процессы, которые тогда начались, они продолжаются по сей день во всем мире. Да, развиваются, усиливаются, обостряются эти процессы. И мы оказались, кстати говоря, участниками этих процессов. Мы не особенно естественным путем пришли к этому времени, к этому социальному времени. Социальное время, оно, становясь глобальным явлением, мы оказались втянуты в этот процесс. И мы не готовы, к великому сожалению, мы не готовы. У нас нет такого опыта. И не готовы в этом процессе довольно разумно, рационально, прагматично строить свое поведение. И мы как бы сегодня растеряны. Абхазцы так себя не вели. Более-менее нормально, в классическом стиле абхазцы ведут себя еще, по крайней мере, в деревнях, в районах. А вот что касается городские абхазы, это мы видим уже, значит, сегодня ведутся на самом-то деле достаточно, я бы не хочу какие-то грубые какие-то слова употребить здесь, но они как бы выбиты из седла. Они кувыркаются, они крутятся, вот они как бы в обочине мировой глобальной истории. И не знают, как им ориентироваться в этих условиях. Им очень тяжело, очень трудно. И потому это, несомненно, сказывается сегодня в поведении, в отношении друг к другу и так далее. Это везде сегодня это сказывается. Я просто вот добью вот эту тему. Вот вы знаете, Олег Несторович, к чему я это говорил? У нас всякое происходит, когда назначения какие-то делают в правительстве там, или, я не знаю, в депутатском корпусе тоже бывают очень такие неожиданности. Вот вы говорили о том, что наш народ как бы люди, ну не народ весь, а многие, наверное, они так и не представляют себе образ президента. Да, вот что нужно сделать для того, чтобы, и каким образом, как вы представляете, это должно развиваться, вот то, чтобы действительно вот этот образ был ясен, и чтобы голосовали уже за качество предлагаемых там программ, платформ, а не за все-таки какую-то отдельную... Это ключевой фигуру. вопрос, вот этот образ. Представление человека о том, каким должен быть президент, каким должна быть власть, каким должен быть чиновник, государственный депутат, чиновник, государственный служащий, депутат, каким должен быть. Этот образ должен быть четким, ясным. Если у человека нет этого ясного представления, то, конечно, он будет выбирать вот так, как мы сегодня выбираем. Чтобы представить себе президента, будущего президента, то есть само вот это понятие, оно должно быть определено достаточно четко. Есть критерии. Вы морально имеете в виду или законодательно? Не только моральный. Моральный фактор, кстати говоря, играет ключевую роль. Это занимает первую строку. В маленьком и абхазском, тем более, обществе. Да, конечно. Первую строку. Речь не идет просто об уважительном отношении к тебе или ко мне, а речь идет о моральной ответственности перед обществом. И моральном авторитете. О моральном авторитете. Да, который накапливается годами. Да, конечно. Люди, кстати, если обратить внимание, многие наши избиратели голосуют по старым стереотипам.
они чувствуют ответственность перед своим обществом. И, как правило, за все вот эти трудные годы они не ошибались. Они правильно себя вели. И я хотел бы надеяться, что и на этот раз тоже правильно себя поведут. Да. Их столкнут друг с другом. А почему у нас такой кризис вечно затянувшийся, если мы всегда правильно себя ведем? И потому, выходит так. что хочу сказать, будущий глава, чиновник, он должен быть исключительно и бескорыстно предан интересам государства. В идеале. В идеале. Олег Вот это моральная сторона. Я извиняюсь, вы про законодательную еще хотели сказать. Да. А что касается профессиональная сторона, я еще раз повторяю, он должен быть специалистом, управленцем, профессиональным политиком. Как вот врач, математик, физик, биохимик является специалистом, и вот так политик должен быть тоже специалистом. Профессионалом, специалистом, а не просто любителем. Самодеятельностью, чтобы наши люди не занимались, вот он считает себя политиком, это он считает. Но когда человек оценивает себя, он должен соизмерять свою самооценку с той оценкой, которую от общества он имеет. И вообще, с точки зрения абхазского менталитета, не принято агитировать людей за себя, за должность. Но это конфликт. Вот как его разрешить? Конфликт, я имею в виду ценностный. То, что цивилизация, говорит, демократия предполагает, говорит. Согласен. Но как это решить? Демократия тоже так не говорит, что вы, Ибрагим, должны ходить по аулам, по селам и так далее, а я вместе с вами, и вот я... Говорит, какой я хороший. Да, какой ты хороший, или ты говоришь, какой Олег Несторович хороший и так далее. Демократия тоже говорит, должны быть политические организации, где формируются политические лидеры. И мнение о лидере. Да, конечно, политическая организация это не 2-3 человека. Это значительная часть общества. Которые на протяжении всего времени должны высказываться там. Вот конечно. По нефти была проблема, конечно. И более того, у этой политической организации должны быть программы, повседневная работа. Как государственный чиновник 9 часов выходит на работу, вот так члены партии, руководители партии тоже должны выходить на работу. Ежедневно они должны работать. Не должна быть ситуация, при которой, внеочередные выборы, я иду на президентские выборы, но вот конечно. как бы оказался не готов. Конечно. Да, то есть вот поэтому видения нет, по этому вопросу видения нет, по-другому Кстати, затрудняюсь. Я не хочу вот никого из кандидатов, как в парламент, так и в президенте, никого из них я не хочу винить. Я не хочу и себя винить, и вас винить. Мы все заложники этой ситуации. Ситуацию, которую мы создали сами. Ситуацию, которую мы не развивали, не анализировали. Не проговорили. Да, не проговорили, не изучали. Если это так будет продолжаться и дальше, то, конечно, значит, о перспективах говорить очень и очень сложно. Олег Несторович, вот мы часто и в своих программах вообще, и раньше тоже говорили о том, что у нас отсутствует один очень важный элемент в нашей вообще политической жизни, экономической жизни, какой бы ни был. Мы не анализируем прошлое, мы не анализируем то, как работал кабинет министров, мы не анализируем то, как работал депутатский корпус, мы никогда не слышали отчета того, что сделали депутаты и как это вообще происходило, что там происходило. Мы никогда не слышали, чтобы какой-то чиновник когда-нибудь отчитывался за свою работу. То есть и президенты, что самое интересное, что это может быть очень сложный момент, но проанализировать работу вот всех 3 президентов, и причем проанализировать, что было сделано хорошо, что было сделано провально, в чем были ошибки, вот этого анализа нету. И сейчас, выбирая президента, мне кажется, как раз вот именно то, что такого анализа не было, вот и ставит нашего избирателя опять вот в состояние такое, знаете, несколько размыленное, как говорится, или замутненное. Что нужно тут делать? Вот сейчас мы как раз подошли к тому моменту, когда нужно определить, черт побери, как нужно изменить ситуацию к лучшему. То есть в самой государственной системе существует ряд структур. Министерство, ведомств, кабинет министров, президентская структура, парламент, судебная ветвь власти, конституционный суд, там еще какие-то структуры существуют. Там должна быть, во всяком случае, даже это и в советское время практиковалось,
как работает министерство, анализировалось, комиссия создавалась, комиссия изучала, и комиссия докладывала вышестоящему органу, как работает структура нижестоящая. И потом выдавались рекомендации. Да, и оценивалось, как нижестоящая организация работает, оценивалась вышестоящей организацией. И вышестоящая организация разрабатывала какие-то проекты, какие-то напутствия, резолюции, конкретные мероприятия, по которым нижестоящая организация должна перестраивать свою работу с тем, чтобы работа ее была бы эффективной и отвечала предъявляемым требованиям. У нас этого, к сожалению, в органах власти не наблюдается. Как работает кабинет министров, мы не знали и не знаем. И не будем знать. Да, как работает то или иное министерство, общество не знало и не знает. Но у нас А вообще вот, может быть, Олег Несторович, ваш центр стратегических исследований в этом смысле мог бы оказать услугу и чиновникам, и нашим правительствам? Конечно, можно все это создать, и все это расписать можно. И нужно это сделать, кстати. Это может и центр сделать, это может общими какими-то усилиями еще подключить к этому центру или на базе центра пригласить каких-то других спецов, менеджеров, организаторов, управленцев и так далее, и разработать все это. Это нетрудно сделать. Мы порой тратим миллионы денег на разработку каких-то совершенно неугодных никому. Ни нашему обществу, ни какому другому обществу. Что-то, проекты мы какие-то разрабатываем, непонятно зачем и почему. Потом под сукно. Да. Бестолково. А вот здесь В общем-то, можно было бы, конечно, хотя бы часть такой суммы, таких денег можно было бы пустить на разработку полезных. Но мне кажется, здесь все-таки такая системная болезнь. У нас ведь нет не только какой-то отчетности, у нас нет контроля. Нет контроля, У нас абсолютно нет контроля, то есть мы даже никак не контролируем. Тот же бюджет мы всегда почему-то как-то в авральном порядке принимаем, потом тот же отчет еще в более авральном порядке также принимаем. И мы никогда не следили за тем, как расходуются деньги, мы никак не следили за тем, куда эти деньги, вообще на какие проекты. И сейчас, наверное, может быть, вот эта череда нашего такого апатичного отношения ко всем этим процессам, как бы не только апатичного, можно сказать, если быть более точным, легкомысленного отношения к этим процессам, они, наверное, привели к тому, что произошло 27 мая. Когда, допустим, сейчас говорят, что вот там переворот, там еще там что-то неконституционное, и говорят, ах, как наша государственность будет дальше. Простите, но да, мне очень не нравится, что произошло 27 мая. Но вот это 27 мая, это верхушка. То есть вот этот айсберг, который подводился под эту верхушку, он создавался годами, десятилетиями. То есть мы эту конституцию там, или еще чего-то, какие-то базовые наши документы и так далее, там, на которые мы постоянно ссылаемся, да, вот сейчас, да, можем в политическом контексте, выборном ссылаться, там, нарушили мы, не нарушили, да, нарушение есть, безусловно. Да, потом мы выпутались, но в реальности эти нарушения, они годами происходили очень цинично, прагматично и так далее, и все, кому это нужно было, не замечали. Я считаю, вот это не замечали, то есть когда хотим, мы заметим, когда мы не хотим, не заедем, в контексте того, как ты относишься к тому человеку, там, первому лицу или там, ко второму, я не знаю. Но вот эта портретная демократия, она сгубила вообще наше понимание, вообще, что такое государство. К сожалению. И сейчас тоже вот самое прослеживается в контексте выборов. Опять же, родоплеменные и так далее, и те же оценки по поводу
тех или иных событий, происходящих вот в этот период, исходя из личных пристрастий, а не каких-то государственных интересов. Я даже шучу иногда, может, там такая немного грубая шутка, но я думаю, поймете меня, я говорю, если говорить о ментальных каких-то национальных таких грехах, то вот фарисейство, наверное, самое близкое к нам, которые таких из смертных грехов, как говорится, есть. Но я хотел бы, знаете, о чем еще, может, чуть-чуть повернуть тему беседы в какую сторону. Вам не кажется, что вот эти выборы будут выборами еще оканчивающие какую-то эпоху, такую постсоветскую, что за ними придет новое поколение политиков и, возможно, новый лидер? Или это... Потому что мы очень много негативного говорим, есть ли какой-то свет в конце туннеля? Вот, может быть, так поставим? Вот с точки зрения интересов, объективных интересов самого общества, на самом деле вот это время, которое мы сейчас переживаем, оно должно стать какой-то отправным моментом. То есть общество в этом нуждается. Если говорить о перспективах существования общества, то оно в этом остро нуждается сегодня. Да. А с другой стороны, на самом-то деле есть, несомненно, люди, которые могли бы, во всяком случае, помочь этому обществу встать на ноги. Есть такие тоже люди. Но, к великому сожалению, вот та посредственность, о которой говорил Валерий устами, вернее, цитируя знаменитого испанского философа. В обществе имеете в виду? В обществе, да. Они, кстати, заняли эти кабинеты. Ключевые места. Ключевые места они заняли, и никого другого не пускают. А в лучшем случае только себе подобного. И обратите внимание, интеллигентные люди, молодые люди, образованные люди и воспитанные люди часто избегают. Но часто избегают. Они не хотят ни в парламент, ни в министерство, ни в какие-то государственные структуры. А если попадают, то исключение из правил, которые да, но подтверждают если правила. попадаются... Долго не удерживаются. Да, долго они там не сидят, долго они там не удерживаются, они быстро уходят оттуда. Вот, то есть, сама наша система, она не нуждается в таких людях. Она запрограммирована на другое. Да, а общество остро нуждается в таких людях. И задача как раз состоит, сейчас новой власти как раз состоит в том, чтобы вот таких людей привести туда. Не таких людей, которые говорят, сами себя предлагают, вот какой я хороший человек, какой я образованный. Я стоял на баррикадах. Да, я там стоял, я там это сделал, я другое сделал и так далее, и так далее. Не таких людей нужно туда приглашать, а такие, которые сторонятся этих людей и где-то там скромно сидят или стоят и прячутся. Вот нужно хорошенько знать это общество, потенциал этого общества, где есть профессионалы, где есть морально порядочные, честные люди. Их нужно выявлять. Тем более в условиях малого общества, которое минусом является, это ситуация плюса может Вы быть. обратите на следующее внимание. Мы молодых, наиболее способных людей посылаем учиться в России и в другие вузы, то есть и в другие страны учиться. Как правило, они остаются там. По крайней мере, значит, где-то половина остается там. Так этим самым мы лишаем, обескровливаем свой национальный организм. А наша задача как раз состоит в том, чтобы здесь у себя в Абхазии создать такой образовательный центр. Свежая кровь, чтобы... Да, чтобы здесь он получал образование. Потому что, получив там образование, приедет он сюда, 5 лет он здесь отсутствовал. За 5 лет здесь выросло поколение, его не видели. И он становится сторонним человеком. Его не захотят, его ровесники не захотят его видеть рядом с собой. Ну а куда он придет? На зарплату 5000 маме, папе на шею? Да, и конечно. станет коррупционером. У него И много потому раз. очень важно, чтобы на самом деле наше общество генерировало своих людей, свою элиту. Не где-нибудь на стороне, И во Франции. обновляло ее. Да, здесь это что, сам национальный организм должен себя обновлять.
Вы знаете, что я все-таки хотел бы, чтобы мы вернулись к нашей главной теме разговора. Мы хотели поговорить о том еще и какова вообще готовность к выборам президента. И оценить вот весь ход предвыборной кампании. Вообще, вот, Олег, как вы считаете, какова реальные обстоятельства, с которыми мы пришли к выборам президента? Вот как вы их оцените так, коротко? Мы уже фактически ответили на этот вопрос, на мой взгляд. Конечно, общество не готово, это неожиданный поворот событий. Я, например, знал, что 27 числа оппозиция собирает проводить митинг, но я не думал, что такой исход будет. Я не предполагал, во всяком случае. Не предполагал, не думал, что вот так все это произойдет и так далее. Но, конечно, такой поворот стал неожиданностью не только для меня, и не столько для меня, для всего нашего общества. Но, слава Богу, мне кажется, все-таки события, хотя некоторые считают, что вышли за пределами правового конституционного поля, события это не вышли. И наши люди не раз оказывались вот так, как говорится, на краю пропасти, но они умели всегда останавливать себя вовремя. Хотя мы очень приближались. Эквилибристами. Да. Это особенность малого общества. Да, это не раз с нами происходит. Но шутить с самим собой тоже чрезмерно не следует. Подтолкнет кто-нибудь сзади. Да, конечно. И потому нам нужно быть, естественно, всегда очень и очень осторожен. Новые власти, кстати, для новой власти задачей первостепенной важности это досидеть свой 5-летний срок. Не допустить того, что продолжение было... традиций. Да. Не, но если просто принцип просто досидеть, они точно не досидят. Если принцип досидеть будет просто главным. Но я имею в виду, досидеть может только работая. Заслужив это своей работой. Заслужив. С другой стороны, народ наш по Конституции имеет право быть носителем и источником власти. Вы знаете, Олег Несторович, когда... Импичмент, я думаю, если в период какого-нибудь политического кризиса там, в будущем, если где-то прозвучит фраза там, сторонников президента «дайте досидеть ему срок», да, конечно, то считайте, все пропало. Пропало, согласен. Потому что должна быть какая-то другая, совершенно другая аргументация. Не досидеть. На президентском кресле можно и умереть там, и так далее. Да. Но это должна быть, когда ты руководишь целым государством, хоть и таким маленьким, как Абхазия, должна быть особая мотивация. Для чего ты руководишь? Для того, чтобы ты просто досидел или что-то сделал для этого государства, решил какие-то ее насущные проблемы и так далее. И поэтому очень важно все-таки, чтобы каждый, который приходил, он чувствовал, что вот это общество, оно не будет как бы ждать, пока ты будешь как бы... То есть, вот, вы знаете, вот эта ритуальность 5 лет досидеть. То есть, в этой демократии, да, мы долгие годы продвигались. То есть, мы от президентских выборов до следующих шли. Но на этом наша демократия, по большому счету, заканчивалась. Дальше, между этими периодами, шел обычный произвол. Да. И в этом плане нам нужно, наверное, до демократии наполнять вот этот промежуток. Олег Несторович, промежуток между выборами. Вообще, как вам кажется, вот вы сказали, что не только у нас происходит кризис, вообще, кажется, такой мировой кризис тоже существует, прихода к власти и самой власти, потому что демагогия это стал обязательным атрибутом прихода к власти. Даже вот Искандер очень такую мысль, он как-то писал, говоря о мировом кризисе вообще во всех отраслях, что власть должна стать моральной. И многие к этому аргументу подходили, к тезису, как к такому абстрактному, немного идеалистическому. Но вот наша ситуация как раз вот хорошая модель, что моральная власть это не просто утопия, это уже жизненная необходимость. И в масштабах Абхазии, может, и по всему миру тоже. По всему миру. Может быть, даже по всему миру это более острее, чем в Абхазии.
Абхазия маленькая страна, маленькое общество, немногочисленное. Саморегуляция какая-то Да, происходит. тут регулируют, друг друга знают, видят, родственники и прочее и так далее. Здесь соблюдают какие-то нормы морали, здесь соблюдают. Но вы представьте сейчас, вот скажем, Россия. Для среднего российского гражданина власть очень где-то далеко находится, и ему совершенно она недоступна. Он постучаться до власти не может. А здесь маленькое общество... В Китае, вы представьте. Да, Китай или Соединенные Штаты Америки, или Индонезия, скажем, Индия и так далее, и так далее. Там власть очень далеко от среднего человека находится. А здесь очень близко находится. И потому люди знают, чем чиновник занимается. Люди потому знают. И с другой стороны, то, что произошло, вот в 27 мая, то, что произошло, здесь очень много рациональных тоже. Власть должна чувствовать дыхание людей, которыми она управляет. Как только она лишится этого ощущения, она начинает заниматься собой. Власти наши, я от них много слышал в свое время, и не хотелось бы это услышать впред, что народ такой, на что не реагирует, то и все, и так далее. Где народ? Значит, народ такой, быдло и прочее, и так далее. Такими некрасивыми словами, значит, на народ и отзывались, но оказывается нет. Многие из нас тоже, я тоже, например, думал, что сегодня абхазский народ это не тот, который я знал в 20 веке. Патриархальный. Да, не Подкидной. патриархальный. А вы знаете, почему, собственно, произошло вот Лухвинское восстание? Значит, там, где несколько десятков тысяч собралось, чиновник российский выступает и нецензурно Черню обозвал. Да. Значит, обозвал, нецензурно выразился, но не все же знали русский язык. И один крестьянин спрашивает другого, что, говорит, он сказал? Он сказал то-то, то-то, он ему объяснил. Тот, значит, иди, говорит, в сторону и так далее, подошел к нему, револьвер вытащил и пристрелил. То есть, это человек с достоинством. Это человек с достоинством. И это очень важно, чтобы наши люди не теряли своего достоинства. Это очень важно. И государство должно об этом заботиться. Не просто иметь серую массу, легко управляемую. Как он будет, это же опасно иметь такого достоинства электората. Тогда, да, но тогда общество развивается, Ибрагим. Только тогда общество развивается. Ценность должна быть выше. Ценность должна быть выше. И знаете, что очень важно? Должно развиваться чувство ответственности у электората. Конечно. Вот чувство ответственности. Вот эта вот политическая культура, о которой мы говорим, она включает как раз и чувство ответственности. Вот мне бы тоже было интересно, вы считаете, что вот эта вот политическая культура нашего электората продвинулась к более ответственной? Это первое, что я хотел сказать. И второе, хочу вам напомнить, что у нас осталось совсем мало времени. Мы должны будем заканчивать скоро уже. Так что афористично, пожалуйста. Да. Я думаю, что сегодня как раз тот момент, когда, можно сказать, знаете, мы вышли из стадии стагнации и находимся в стадии движения. Какого-то процесса. Да, процесс точно есть. Да, он происходит. Процесса мы находимся. Этот процесс чрезвычайно тоже таит в себе немало страхов, угроз, возможностей, перспектив. То есть таит и то, и другое. И чрезвычайно важно, чтобы в этом процессе мы, осознавая его, участвовали достаточно конструктивно, и достаточно влияли бы на этот процесс и не дать ему возможность погубить наше общество. Да. Вот так я как-то, да, очень прекрасно сказали. Я думаю, тут и добавить очень сложно. Единственное, что хотел сказать, мы в какой-то дискуссии, я уже не помню, на тему нефти или с кем-то, кто сказал такую фразу из приятелей моих. Он говорит, мы должны избежать, мы не должны стать эгоистами
Потому что мы можем сделать то, что выгодно нашему поколению, но нельзя быть эгоистами историческими. То есть мы должны думать, что достанется детям, внукам и так далее, и так далее. Я думаю, наш разговор сегодня был достаточно полезный. Я, правда, сомневаюсь, те, кому он адресован в смысле воспитательности, смотрят ли эту передачу, и не только мы, многие об этом говорят. Но будем надеяться на то, что выборы все-таки пройдут цивилизованно. На самом деле, да, вот все те надежды, которые сейчас мы возлагаем вот на итог, в общем-то, вот этих выборов, да, они связаны, конечно, с тем, что страна будет продвигаться вперед, и, конечно же, то, о чем мы говорили, она усвоит и используют в дальнейшем опыт вот этих частых у нас смен президента. И вообще вот главное, конечно, это вот я опять повторюсь, это то, что, конечно, более ответственно будет уже в следующем случае, стоя вот перед выбором. Мне кажется, все-таки, знаете, я бы хотел вас спросить, Олег, в заключении всего этого. Вот какие, так сказать, последствия можно ожидать от итогов выборов? И к чему мы, собственно говоря, вот в нашей передаче призываем, к чему она может послужить? Варианты последствий или общие последствия? Ну, Здесь, я думаю, да. Последствия не в трагическом смысле, нашим людям, конечно, в познавательном. Нашим людям, я ко всем не обращаюсь. Есть небольшая часть, которая может испортить имидж Абхазии, поддаваясь эмоциям. Эмоциями никакие политические проблемы не решаются. Здесь нужно хладнокровие, мужество, выдержанность, терпение. И если какие-то, скажем, будут нарушения, такие нарушения, которые то ли влияют на результаты голосования, или каким-то образом все-таки влияют на эти результаты голосования, то есть соответствующие формы изучения, рассмотрения, оценки этих нарушений. Это мы должны использовать вот имеющиеся у нас в этом плане ресурсы, мы должны использовать, но ни в коем случае не разбираться между собой. То есть вы хотите сказать, результаты голосования должны быть признаны, далее уже, если есть какое-то несогласие, суд, конечно. Ответственность, наказание. Конечно. А с другой стороны, чтобы я хотел бы, все-таки я очень надеюсь на мудрость нашего народа. Не раз она проявлялась, и в это послевоенное лихолетие, и сегодня тоже непростая ситуация, но все-таки мы знаем свой народ неплохо, мы знаем, на что он способен, мы знаем, как он относится к своей родине, к своей судьбе, к судьбе своих детей, своих потомства, мы знаем, и мы рассчитываем на это, мы опираемся на это, мы во имя интересов нашей страны, нашего государства, собственно говоря, вот хотя немало таких людей, которые на государство, на Абхазию смотрят сквозь призму своих личных, семейных или каких-то групповых интересов. Но есть немало людей. Большинство даже так. Большинство, которые на самом-то деле смотрят на Абхазию как на нечто сакральное, нечто святое. На свой дом, на свою семью. Да, конечно. Да. Есть вот такие люди, их на самом деле большинство, мы на них и рассчитываем. Ну, на самом деле, если вот подводить уже какой-то итог, то мы должны сказать, что, конечно же, мы усвоили тот опыт исторический, который у нас был, от своих предков к нам многое перешло, и поэтому в своих действиях, я думаю, сейчас, в своих поступках, а это действительно поступок голосования сейчас, ответственный поступок, мы должны проявить как раз вот все то лучшее, что унаследовали от своих предков, и тем самым показать, в общем-то, действительно какое-то уже такое вот прогрессивное движение вперед. Да, не лишить себя перспективы. Не лишить себя перспективы. Если... Я думаю, это действительно очень важно, подойти к выборам
со спокойной головой. Да, и мне кажется, у нас нет в законодательстве, к сожалению, дня тишины. И я думаю, все-таки вот этот день тишины, может быть, в перспективе есть необходимость ввести, хотя бы для того, чтобы как-то тихо, спокойно сам с собой привести там себя в порядок, свои мысли и так далее, и уже на следующий день уже пойти голосовать. Нам действительно переполняют эмоции, иногда они так зашкаливают, что они очень сильно влияют на ход выборной кампании. И этот ход выборной кампании потом уже отражается на том же голосовании. И я хотел бы, чтобы все, наверное, как-то более спокойно и более ответственно подходили к этому вопросу и пришли на выборы уже как бы с думами о будущем, а не о чем-то другом. Я бы только хотел добавить, что меня очень волнует даже не сколько выборов. Я почему-то надеюсь, я вот оптимист, что они пройдут нормально, несмотря на эту цепочку очень неприятных событий. И с Изида сегодня, и там и с Баталом Топаго тоже такие были эксцессы, я считаю. Акты устрашения. Да, я надеюсь, что все-таки все пойдет нормально, и мы должны, главное, после выборов дорожную карту на будущее, и нужно проанализировать то, что прошло. Обязательно. Это самое главное вообще. Всегда нужно анализировать, чтобы это служило таким плотным, точным фундаментом для продвижения вперед. Нашим телезрителям напомню, что вы смотрели программу «Хастаголу Амта», время, в котором мы стоим. Гостем нашей сегодняшней передачи был Олег Домения, директор Центра стратегических исследований. С вами мы прощаемся. Теперь уже встретимся после выборов и, конечно же, поговорим о результатах и о том, как мы провели эти выборы. Какое впечатление у нас от них осталось. Всего доброго. Будьте здоровы, сделайте свой правильный выбор.